Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амшекшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. По поручению главы государства Аслана Бжаня ведутся масштабные берегоукрепительные работы на реке Дгамщ. В Сухуми открылась школа педагогического мастерства. На культурно-деловой платформе ГУМА прошла лекция декана факультета искусств художника Нугзара Логуа. По поручению главы государства Аслана Бжаня масштабные берегоукрепительные работы ведутся на реке Дгамщ. Уже очищены опоры двух мостов, восстановлены две дамбы, расчищено, местами углублено и расширено русло. На месте работ побывала Гугут Савардания. В мае текущего года в результате сильного ливня уровень воды в реке Дгамщ поднялся, затопило домовладения в селах Джгярда и Кутол, смыло дороги, мосты, дамбы. Сразу после случившегося президент Аслан Бжаня направился в Ачамчирский район. По указанию главы государства сейчас здесь ведутся масштабные работы по расчистке русла реки Дгамщ и укреплению береговой линии. Задействована практически вся спецтехника Государственного управления Абхазберегозащита. Привезли технику Абхазберегозащиты, приступили к работам сразу на следующий день. На данном объекте на расчистку русла реки Дгамщ выделено 19 миллионов 900 тысяч сметная стоимость. Финансируется данный объект за счет республиканского бюджета. Уже очищены от наносного материала опоры двух мостов, восстановлены две дамбы, расчищено, местами углублено и расширено русло реки. Восстанавливается упавший мост. Последние работы такого масштаба проводились здесь в 2016 году, рассказал главный инженер Государственного управления Абхазберегозащита Юрий Воробьев. В этом месте происходит размыв берега, и также от этого размыва происходит размыв заезда на мост. Поэтому в комплексе здесь защищаем. Также будет еще две дамбы выше и одна дамба ниже. Будут установлены, чтобы в дальнейшем не размывался заезд на мост. Последние лет 8-9 я помню только, как заезд смывало где-то в районе 4-5 раз. Полностью заезд убиралось. Вот вы даже проезжали, видели, что заезда нет. Там все отсыпано по новой. Вот поэтому надо, чтобы в дальнейшем прекратить. Вот на данный участок сейчас мы будем производить работы до следующего моста, который тоже надо будет восстанавливать. Он полностью опора смыла, упала. Надо будет, там также будут сделана дамба для защиты заезда на этот мост, который сейчас полностью смыло. Сейчас последние лет 8-9 я помню только, как заезд смывало где-то в районе 4-5 раз. Полностью заезд убиралось. Вот вы даже проезжали, видели, что заезда нет. Там все отсыпано по новой. Вот. По словам местных жителей, на их памяти не раз эта спокойная на первый взгляд речушка выходила из берегов и затапливала расположенные поблизости дома. Серьезный урон местному населению она нанесла в 1974 году. Однако в ночь на 13 мая текущего года вода в ней поднялась местами до 3 метров и снесла на своем пути деревья и частные постройки. В районе школы села Джгярда река Дгамщ пошла по поляне, а не по руслу, следствием чего стало подтопление десятков частных домовладений. Пришлось отсыпать полностью дорогу, отсыпать по новой дамбу, исправить русло, направить его так, как оно должно идти. И также чуть ниже моста постоянно происходил прорыв, и вот как раз в сторону Кутола многие дома затапливало. Проходило именно в этом месте, прорывалось. Вот в этом месте постоянно материал очень много наносит его. Его сколько раз убирали, буквально месяца, буквально нескольких паводков хватает, чтобы его полностью заполнить. Вот мост сейчас от моста до воды, до реки, до самого русла. Примерно сейчас высота под мостом 1-1,5 метра. Чистили до
3,5 метров, буквально несколько палаток, она полностью заполняет здесь. Вот просто место очень проблемное, постоянно требует обслуживания. Работы ведутся согласно графику. В планах завершить их к концу июля. Гугут Савардани, Сергей Каджаев, Абхазское телевидение. Рядовые роты почетного караула Государственной службы охраны награждены почетными грамотами за добросовестное отношение к исполнению возложенных обязанностей, дисциплинированность, ответственность, а также за участие в праздновании Дня формирования ГСО. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 46 майнинг-аппаратов обнаружили на территории бывшего цветочного совхоза в селе Уарча Гулрыбского района. Владелец оборудования – житель Гагры Рустам Лакирбаев. Сотрудники УВД по Ачимчирскому району также выявили 10 аппаратов по добыче криптовалюты в селе Маркула на территории частного дома Хаджарата Мигвабия. Все оборудование изъято и передано на склад госстандарта. Сухумский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении оперуполномоченного УР-пункта милиции «Маяк» УВД по городу Сухум Манчи Кяхиба. Кяхиба подозревается в превышении должностных полномочий, а именно в применении насилия в отношении задержанного Астамура Сабекия. В Сухуми открылась школа педагогического мастерства. Мероприятие нацелено на профессиональное развитие педагогов через обмен опытом между российскими и абхазскими специалистами. Организатор – Управление образования администрации города Сухум. О работе школы и о том, кто принимает в ней участие, в материале Алики Трапш. Уже 3-й год подряд в Абхазии стартует школа педагогического мастерства. В этот раз около 200 учителей и воспитателей столицы примут участие в работе школы. В течение недели педагоги из Тамбова и Нижнего Новгорода, а также преподаватели АГУ, работники Института педагогики имени Адзенба и опытные педагоги общеобразовательных учреждений столицы будут проводить мастер-классы по 16 направлениям. Организатор мероприятия – муниципальное управление администрации города Сухум, управление образования. Основная часть направления мы проводим по истории Абхазии, абхазского языка в абхазских школах, в неабхазских школах. Активное участие принимает наш ВУЗ, университет, также Институт педагогики. В этом году мы приняли новую делегацию Нижнего Новгорода. Они приехали для того, чтобы увидеть, услышать, обмен опыта, насколько у нас одинаковые программы и вообще в дальнейшем выработать такую дорожную карту. Что касается Тамбова, то по 13 направлениям у нас сегодня представители, которые имеют большую квалификацию, заслуженные учителя и также которые получили высокую оценку в Российской Федерации. Мы будем проводить совместные лекции для молодых педагогов. Работа школы педагогического мастерства направлена на повышение профессионального мастерства, самосовершенствование преподавателя, развитие творческого потенциала. С открытием школы педагогического мастерства участников поздравил заместитель главы администрации города Сухум Астамур Ашуба. Педагогическая биография учителя индивидуальна. Не каждый и не сразу становится мастером своего дела. У некоторых на это уходят многие годы. Чтобы ускорить данный процесс, сделать его реализуемым, молодые, только начинающие свою профессиональную деятельность, а также уже более опытные педагоги посещают школу педагогического мастерства, чтобы стать мастером, преобразователем дворцов, овладев закономерности и механизмы педагогического процесса. Хочу пожелать нашим многоуважаемым и дорогим учителям постичь все тонкости педагогического мастерства и найти дорожку к детскому сердцу. Желаю вам любить вашу профессию. В течение недели абхазские и российские педагоги будут обмениваться опытом, обсуждать общие проблемы и искать пути их решения. Участники и спикеры школы отмечали важность данной площадки, говорили о продуктивности совместной работы. На минуточку, у нас 27 школ, 57 садов и 10 учреждений доп. Образования. Что нас объединяет, здесь учителя из школ, из лицеев, из гимназий. Но объединяет нас одно. Мало того, что они все квалифицированные учителя с высшими категориями, с первыми категориями, но все до одного. Они были участниками, победителями, призерами, извините, не просто участниками конкурсов профессионального мастерства.
И они имеют вот те свои уникальные наработки, те свои секреты педагогического мастерства, которыми они готовы поделиться, и мы будем делиться, потому что школа педагогического мастерства – это такая уникальная площадка, где мы можем взаимообучаться. Поэтому творческие мастерские, педагогические лаборатории, мастер-классы, форсайт-сессии – это вот те, наверное, формы работы, которые позволят нам выстроить диалог. После открытия школы педагогического мастерства участники и спикеры приступили к практическим занятиям, которые будут проходить ежедневно до 5 июля. По словам организаторов, третий сезон обещает быть насыщенным и полезным. Алька Трапшла, Ура Капш, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Традиции и современность в абхазском изобразительном искусстве. Под таким названием на культурно-деловой платформе ГУМА прошла лекция декана факультета искусств художника Нугзара Логуа. Мероприятие является частью проекта «Культурный марафон», осуществляемого при поддержке администрации президента. Шазина Ханагуа была среди тех, кто слушал лекцию. Интересно и познавательно прошла лекция декана факультета искусств художника Нугзара Логуа. Были затронуты вопросы истоков формирования художественной среды в Абхазии, истории абхазского изобразительного искусства, влияние нравственного кодекса абхазов Апсуара на национальное искусство, традиции и инновации в изобразительном искусстве, работы факультета искусств в Абхазском госуниверситете, международного арт-пленера «Краски осени Абхазии». Лекцию дополнили картины Нугзара Логуа. Дело в том, что мы с вами переживаем в настоящее время эпоху глобализации. Глобализация и глобальные проблемы, связанные с развитием самой глобализации, затрагивают все страны мира и могут решать объединенными усилиями политиков всех стран. Абхазия, как частично признанное государство, не может оставаться на стороне безучастной. Глобализация – это прежде всего интеграция. Интеграция в глобальную систему координат. С одной стороны, это положительно влияет, а с другой – отрицательно. Потому что глобализм безжалостно уничтожает культуру и традиции, особенно национальных образований. Изобразительное искусство является одним из самых древнейших и в то же время самых актуальных видов художественной деятельности. История изобразительного искусства Абхазии уходит корнями вглубь веков. Особую роль в уникальном, богатом культурном мире абхазов всегда играла и играет Апсуара. Абхазская культура и изобразительное искусство органично вписаны в мировую культуру. Об этом свидетельствуют памятники культуры разных эпох, имеющиеся в Абхазии. Станковой живописи, колористической живописи и традиционной живописи являются Худа Авицба и Сие Габель. Это эти два мастера, которые на самом деле заложили все традиции живописи. И более того, они были преподавателями в нашем училище. И это надо должное, они сделали очень многое для подрастающего поколения. Их работы до сих пор они являются бесценными для нас. И они оба исследовали национальный колорит. И что я имею в виду? В национальном колорите нет таких, вот как у меня, да, такие яркие, такие выпады. Там есть другое совершенно. Потому что если даже посмотреть наш музей, колорит, цветовая гамма у абхазов, она сдержанная. Она более теплая, сдержанная и не холодная. Нугзар Логуа рассказал и об истории формирования факультета искусств в АГУ. Благодаря ежегодному международному арт-пленеру «Краски осени Абхазии» факультету удалось наладить связи со многими творческими организациями и подразделениями Союза художников в России. На факультете часто проводятся научно-практические конференции по актуальным вопросам искусства. Для чтения лекций и проведения мастер-классов приглашаются ведущие преподаватели, искусствоведы, музейные работники Абхазии и России.
Разрабатываются и внедряются методические программы по изобразительному искусству и дизайну. Культурный марафон – это знакомство и пребывание в едином пространстве с уникальными деятелями искусства для вдохновения абхазской культурой, погружение подрастающего поколения в историю, культуру и искусство Абхазии. Это вечера национальной музыки, лекции ведущих ученых, мастер-классы от художников, мастеров прикладного искусства. Сегодня уже третье мероприятие в рамках нашего большого проекта, который проходит при поддержке администрации президента Республики Абхазия. Нугзара Чичикоевича можно слушать часами, и наша лекция, конечно же, затянулась, вышла гораздо за рамки запланированного времени. Нугзар Чичикоевич сегодня рассказал нам о том, что вклад абхазской живописи в мировую культуру достаточно весом. И несмотря на то, что у нас небольшая страна, у нас богатейшая культура, богатейшая история и история абхазской школы живописи в том числе. У нас много выдающихся живописцев, художников и тех людей, которых с гордостью мы можем представлять на мировой культурной арене. Послушать лекцию пришли как учащиеся профильных образовательных учреждений, так и все, кто интересуется историей живописи. В завершении лекции Нугзар Логуа поблагодарил организаторов проекта за возможность встретиться с интересной аудиторией. Шазина Ханагуа, Адица Сагария, Нарсоутулуке, Абхазское телевидение. Сотрудники научного отдела экопросвещения Рицинского реликтового национального парка провели экспедицию в Куджба-Яштинском лесничестве на массиве Ачибах. Сарик Варацхели расскажет о результатах экспедиции. На прошлой неделе завершилась экспедиция сотрудников научного отдела и экологического просвещения Рицинского реликтового национального парка. Как сообщает заведующий отделом науки и экологического просвещения Инга Таня, основной целью экспедиции явилось изучение труднодоступной и малопосещаемой вершины Западного Кавказа горы Ачибах. Ее вершина возвышается на высоту 2100 метров над уровнем моря. Более 35 лет ученые не посещали эту территорию. Участники экспедиции начали свой путь с дома лесника в Куджба-Яштинском лесничестве и направилась на восток в сторону реки Пшицы. Проехав 20 километров, остановились на поляне Шмаку. Переночевав, рано утром они начали восхождение на гору Ачибах с юго-востока. Тропа, по которой шла экспедиция, была очень сложная. Путь проходил через субальпийские луга из борщевика, аконита, окопника, крапивы и других видов. Ближе к вершине открылся совершенно нетронутый человеком ландшафт с карстовыми воронками, ацангуарами, небольшими ареалами воровников. Это доледниковый тип луговой растительности, в которой доминирует вороновья красивая, теперь уже редко встречающаяся в субальпийском разнотравье. Разнообразие видов не переставало удивлять. Преодолев сложности, вышли на северо-восточный склон, где начали обследовать территорию, отбирая растения для гербария. Сотрудники научного отдела экологического просвещения РНП изучали редкие эндемичные и реликтовые виды. Ими были обнаружены новые виды для Рицинского реликтового национального парка. Например, ятрышник шпицеля, ранее описанный Альбовым в 1895 году в Абхазии как вид ятрышник зеленобурый и двукисточник тростниковидный. Были также проведены популяционные исследования по 11 видам. За один день участники экспедиции собрали около 200 листов гербария. Таким образом, маленькие открытия уже сделаны, а камеральная обработка собранного материала еще принесет свои результаты. Абхазский государственный университет объявляет о начале приема документов от абитуриентов для поступления в вуз. Прием будет проходить со 2 по 14 июля ежедневно с 10 до 16 часов. Телефон приемной комиссии 223 10 22. А сейчас прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, во вторник, 2 июля, на территории Абхазии ожидается облачность с прояснениями, погода, местами дождь, возможно гроза. Температура воздуха ночью плюс 15-20, днем плюс 23-28, температура морской воды плюс 25 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи в эфире.